Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания звучит так. Планы и желания загаданного мужчины в отношении вас. Пожалуйста, подумайте о любимом мужчине, либо о том, кто вас интересует. Представьте его глаза, его голос, его улыбку, его объятия. Мысленно, либо вслух, назвав его по имени, задайте такой вопрос. Какие у тебя на меня планы и какие желания? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать возможности ответить на все ваши вопросы, послать только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию для вас. Итак, давайте же посмотрим, какие у загаданного мужчины планы на вас. Какие у него планы? Какие у тебя планы на девушку, женщину, которая тебя загадала? Так, планы тут, конечно, грандиозные, просто грандиозные, сумасшедшие. Сразу обращаю ваше внимание. Вот эта верхняя часть, это будущее, это отдаленное, скажем так, будущее. Смотрите, здесь вы, а здесь мужчина. Смотрите, какой он большой по сравнению с вами, да? Что он будет главным, что он будет старшим, что он будет доминировать, что он будет вот таким, знаете, патриархальным мужем семейства, да? Таким мужчиной, которого все любят, уважают, ценят, и он прям, знаете, как глава, во главе всего он будет стоять. И смотрите, он вас хотел бы взять под полное, видите, полное свое покровительство. Вот так вот, мои дорогие. Здесь огромное желание быть с вами вместе, огромное желание, вот прям в планах, да не желание, мы планы смотрим, чтобы быть с вами вместе, чтобы жизнь ваша была единым домом, да, единым целым, чтобы вы были друг для друга, чтобы он был главой, да, вот прям так стандартненько, он глава семьи, он император, вы императрица, он вас защищает, он вас охраняет, он вас, скажем так, где-то, может быть, и наставляет и учит, понимаете? Он хотел бы, чтобы был у вас общий кров, причем, чтобы это все от него исходило, да, чтобы не в примах у кого-то жить, а чтобы он мог обеспечить вас и жильем, и деньгами, и всеми возможными, скажем так, профитами, да, которые нужны для счастья и для жизни. Здесь мужчина еще планирует постоянно за вами наблюдать. Ну, следить я не буду пользоваться этим словом, наблюдать. Да? Он постоянно будет за вами наблюдать, по крайней мере, у него на это планы есть. Это не потому, что он вам не доверяет, а потому, что он, скажем так, да, понимает, что вы красотка, что вы замечательная, что вы желанная, что вы просто вот богиня с небес шедшая, да, и что есть много желающих, которые могут вас там, скажем, соблазнить, да. При этом он понимает, что вы, натура ранимая и влюбчивая. Почему-то он вас видит очень влюбчивой. И он думает, что надо держать руку на пульсе, нужно за ней следить, подслеживать, чтобы, не дай бог, где-то кто-то ее там не увел, да, не соблазнил ее на что-то. Вот такие у него планы. Здесь, знаете, очень все вот как-то стандартно у этого мужчины, да. Хочу любить, хочу быть счастливым, хочу иметь свой дом. И смотрите, что он думает, что в плане там чувств и эмоций вы должны вкладываться больше, да, что вы должны больше быть в доме. Вот эта чаша, лампа, да, Аладдина, я ее так называю, этот знак, это семейный очаг, это семья, да. И с вашей стороны кусочек идет намного больше. Это говорит о том, что мужчина планирует, что вы больше будете проводить времени дома, с детьми, с семьей, там, не знаю, больше будете вкладываться в дом. Он будет, поскольку, да, как бы он себя, конечно, обязательства не слагает, да, но тем не менее он говорит там, я буду присматривать, да, а она пусть домом, семьей занимается. И что интересно еще, он с вами хотел бы построить
ну, не знаю, то ли дом свой построить, то ли приобрести свой дом, то ли вот дерево родовое с вами посадить, да, все зависит от того, в каких вы отношениях. Если смотрите на мужа, то, конечно же, хотел бы он быть доминантом в вашей семье, хотел бы, чтобы все было по его воле, по его слову, чтобы вы там беспрекословно все выполняли, чтобы больше там обязанностей по дому на себя брали, но при этом меньше, скажем так, говорили, да, извините, но это так и идет, потому что в плане вот решений, в плане обсуждений ваша часть, видите, маленькая, а его часть очень-очень большая, причем такая, знаете, вот прям он такая вот огромная птица, да, такой огромный, скажем так, голубь, с такой большой красивой грудкой, да, а вы вот такая маленькая серенькая голубица. Понимаете, вот такая идет ситуация. То есть как по дому, так вы должны, а как решение принимать, так он. Все решения, все там важные, неважно какие, да, все решает он, за ним последнее слово, его воля – это закон. Ну а что касается дома, это ваша прерогатива, ваше поле и ваша обязанность. Здесь, конечно, у мужчины планы грандиозные на жизнь, на вас. Если вы не в паре, если вы не в отношениях, либо там присматриваетесь друг к другу, то здесь мужчина достаточно консервативный в плане отношений. Вот как у него там, например, родители жили, бабушки, дедушки. То есть, в принципе, он далеко тут, у него фантазия не разыгралась. Все вот как у всех, да. Мужчина голова, женщина шея, да. Мужчина все решает, зарабатывает, женщина вот подчиняется, да, и на ней и дети, и семья, и все на свете. Он не против, чтобы вы работали, вообще не против. Даже, я бы сказала, за. Но чтобы работали в таком месте, где бы не было мужчин. Здесь человек, вот прям у него какой-то пунктик на ревности, на то, что кто-то вас уведет, заберет. Ну, знаете, вы для него просто венец творения. Да, я по-другому и сказать не могу. Венец творения. И он считает, что вы хоть и совершенны, но в плане, вот, извините за слово, да, ума какая-то вы вот, ну, несерьезная, да, слишком легкая. Легко можете там увлечься, легко пойти там на разговор с незнакомым мужчиной. Иногда его раздражает, как вы там общаетесь с другими людьми, не только с мужчинами, но и с женщинами. Он считает вас, он слишком доверчивой, такой глупенькой, знаете, глупенькой. Думает, что нужно вас там, ну, больше, не знаю, уму-разуму учить, да, что вы должны больше с ним там по любому вопросу консультироваться, потому что вы слишком легкая, вы безответственная, такая вот прям порхаю себе, да, и ничего вот опасностей никаких не замечаю. То есть вот это ему не нравится. Поэтому он хотел бы, конечно, чтобы вы работали, но работали, например, исключительно, не знаю, там, фрилансером, да, дома бы сидели, одной рукой там лялечку нянчили, а другой рукой там в компьютере что-то делали. Вот это бы его устроило. Здесь бы он бы был счастлив. Да. Он, кстати, для вас может и предложение такого плана подавать, да, вот, дескать, давай там будешь на дому работать, что-то такое делать, да, зачем тебе типа в офис ходить, там всякие инфекции, грязь и прочее. То есть мужчина будет немножечко как хитрить, да, он считает, что вы такая вот глупенькая, можно вас там в этом плане и обмануть. Так, мужчина еще куда-то намылился, вот честное слово, он куда-то собрался, причем он себе на вот этот план 4 года, видите, четверочка идет, да, 4 года он себе на этот план отложил. А здесь мужчина куда-то бы хотел уехать, переехать, либо дом построить за 4 года, либо место жизни поменять вот за 4 года. То есть он вот на эту четверочку очень сильно надеется. Но она у него как в таком уже будущем, да, уже определенном, да, но до конца не прописанном. Вот, 4. Кстати, может быть, да, может быть какой-то серьезный, грандиозный переезд, может быть в другую страну, в другую местность. То есть он об этом постоянно думает и строит на это планы. Но он, как бы, знаете, думает, что тут без вариантов, вы все равно с ним пойдете, вы его поддержите. Так, а еще мужчина, ему не нравится, что вы иногда бываете острая на язычок. Вот он такой большой, он прям как ножницы вышли, остренькие. Хотел бы, чтобы вы были потише, поспокойней, чтобы, ну как, скажем, соблюдали рамки дозволенного, да, потому что его некоторые ваши слова очень сильно ранят и обижают. Он этого не показывает, но тем не менее обиды есть. Так, а еще он планирует с вами какой-то серьезный разговор по поводу того, что вы должны, ну, не знаю, больше ему внимания уделять, времени уделять. То есть
здесь как бы и ревности, как будто бы ему вас не хватает. Вот он найдет время, да, будет, я не вижу разговора самого конкретно, но он будет давать вам намеки. Он будет считать, что он с вами говорит, а на самом деле это будут просто лишь намеки, да, дескать, там, а вот ты знаешь, у моего друга там жена, она там, не знаю, там пылинки с мужа сдувает, там его и будет, и на руках его там в ванну несет, купает, моет, чистит, там, расчесывает, да, одевает, он там вообще не шевелится, спит все это время, да, она его там все сделала, да, и на работу еще и сама отвезла, да, в офис принесла, положила там на место рабочее, посадила на кресло, да, и он сидит, работает. То есть будут какие-то такие глупости вам говорить, вы, пожалуйста, не смейтесь, потому что для него это очень серьезный разговор будет. Ну, принимайте, что ему просто не хватает. Он уже не знает, как до вас донести эту информацию, что хотел бы больше от вас внимания. И еще, он планирует, чтобы вы вместе с ним пересмотрели ваш гардероб. Вот вещи, ваша одежда его очень сильно смущают и напрягают. Но когда вы одеваетесь для него, ну, конечно, там можно и лишнего себе позволить. Но когда вы одеваетесь куда-то на выход, да, его постоянно, знаете, он как должен, глаза у него там, как у камбалы, да, должны и туда глаз должен, и сзади, и спереди быть, чтобы следить, да, отслеживать. Никто же там на вас не посмотрел лишний раз, да, никто там в вашу сторону не облизнулся. Вот это его бесит. Так. А вы знаете, у него еще в планах, не знаю, как вам это сказать, но он, конечно, будет это долго умалчивать. Если вы уж там ему намекнете, то он согласится. Но это не у всех, вот, у кого-то частично. Хотел бы у вас видеть большую грудь, да, может быть, там импланты. То есть, ну, он об этом думает, да, это его планы. Мы же планы смотрим. Ну, думает так, что было бы неплохо, да, интересно, как это, да, но, скорее всего, предлагать сам не будет, если вы уж где-то там что-то обмолвитесь, зацепите эту тему, тогда он за нее ухватится, ну, а сам побоится вам про это сказать, чтобы вас не обидеть. Так, давайте теперь посмотрим его желания в отношении вас, да, желания. Какие же желания у мужчины в отношении девочки, которая смотрит? Так, ну, желание замечательное, желание, чтобы ваши две лодочки жизни вместе сошлись, и чтобы вы шли вместе рука об руку всю огромную длинную жизнь, чтобы любовь у вас была, чтобы счастье между вами было, чтобы детишек было у вас, сколько там Бог пошлет, да. Он здесь конкретных цифр себе не ставит, но хотел бы, чтобы было вот побольше, да, побольше, но и чтобы возможности у него были, да, этих детишек прокормить, одеть, обуть, да, вот им дать будущее. Но он тут, знаете, как думает, я буду стараться, да, вот если детишки пойдут, я буду стараться, буду там себя не жалеть, буду стараться. Знаете, вот он все-таки видит вас своей второй половиночкой, своим счастьем, своей вот единственной, видит своей судьбой. Но есть вещи, которые, скажем так, есть люди, которые на него влияют, понимаете, либо могут повлиять. Причем есть люди, которые и на вас влияют и могут повлиять. Вообще бы он желал, чтобы вы остались вдвоем. Вот в каком-то месте, чтобы вообще никого нигде не было, там ни знакомых, ни родственников, ни семьи, чтобы никто не вмешивался в вашу жизнь. Вот это огромнейшее желание, которое у него есть. Чтобы никто ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не влиял на вашу жизнь. Мужчина может плохо относиться к вашей семье, к вашим родственникам, там, не знаю, там, к мамам, папам, там, братьям, сестрам, потому что считают, что они дурственно на вас влияют, потому что они там настраивают вас против него, либо вбивают вам какие-то глупые мысли и идеи, да, насчет жизни, насчет будущего. Ему ваши родственники не нравятся. Не нравятся они не потому, что они плохие люди, а потому что, в принципе, он вас ревнует ко всем, абсолютно ко всем. Что касается его стороны, он тоже человек немножечко такой, знаете, под влиянием находится и находился. Для него важно общественное мнение, будь то мнение, там, в принципе, людей, которые вокруг живут, либо его каких-то близких друзей, семьи. Он понимает, что он под влиянием, да, его это очень сильно бесит, он хотел бы из этого уйти. А как уйти, да? У него одно радикальное решение: взять там и куда-то уехать, переехать. Вот это вот я теперь поняла, что у него в планах было. Хотел бы он с вами куда-то вообще далеко-далеко уехать, чтобы никого лишнего не было, чтобы никто не вмешивался, не мешал, и чтобы вы вот жили душа в душу. Он видит, что вы можете жить душа в душу, чтобы смотрели друг на друга и друг другу радовались. Но желание, конечно, у него такое, чтобы вы больше
больше посвящали ему себя, больше, скажем так, вкладывались в эти отношения, больше бы, ну, скажем, раскрывались, да, для него. Он иногда считает, что вы холодная. Понимаете, вот прям холодная и все. И он еще иногда думает, почему она такая? То ли я не могу ее раскрыть, то ли она в принципе такая от природы. И, кстати, сталкивается он с тем, что, вернее, скатывается он к тому, что все-таки, что вы типа вот такая по природе, да. Он даже может иногда, ну, про себя вас какой-нибудь там, не знаю, фригидной называть, да, дескать, она мне там страсти не додает. Тут у мужчины огромное желание, ну, реализовать свою мужественность, так это назовем, да. Много у него фантазий на этот план, и ему как бы сильно особо и не надо, да, ему нужно хотя бы там регулярность какую-то в этом плане, и чтобы вы проявляли к этому инициативу, да, чтобы вы вот, ну, просили у него, что ли, этого, да, говорили, вот соскучилась, хочу, дескать, давай, ты же у меня такой прям самый лучший, можешь меня там осчастливить. То есть вот такие у него желания, понимаете? Да. Мужчина, как бы, в принципе, не требовательный в этом плане, да, ну, наверное, как и все мужчины, немножечко эгоистичный, и, конечно, для него очень важно, чтобы вы восхищались его вот именно умением пользоваться волшебной палочкой. Вот так вот, мои дорогие. В принципе, больше ему и ничего и не надо. Мужчина, на мой взгляд, неплохой. Неплохой, его можно понять. Тут, ну, как бы такой среднестатистический, да, так его назовем. Нет у него каких-то сдвигов, нет у него каких-то особых заморочек. Да, все они ревнивые, все они собственники. Все они мечтают, чтобы женщины им просто там в них растворялись, да, по-другому и не скажешь. Но с другой стороны, мои дорогие, он очень сильно на вас залип, он на вас зациклен, считает вас просто богиней, понимаете, и это уже замечательно. Подыгрывайте ему, подыгрывайте как можете, подыгрывайте, показывайте свою заинтересованность, и все будет замечательно. Вот такое гадание у меня вышло. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.